Доброе утро. Еще раз доброе утро, дорогие друзья, дорогие гости, дорогая церковь. Рад вас всех приветствовать на воскресном богослужении в церкви Краеугольный камень города Якутска. Давайте поднимемся на наши ноги, благословим сегодняшнее собрание. У нас сегодня особенное собрание. Помолимся и прославим Господа. Кто здесь сегодня, ты ожидаешь чего-то? Кто-нибудь есть такие? Ожидают Бога. Аминь. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам, за возможность, которую Ты даешь приходить сюда своими ногами, Господи, поклоняться Тебе, славить Тебя. Этим утром, Господи, мы отдаем наше собрание в Твои руки и просим Тебя, Господь, все, что здесь будет делаться, Ты благослови. Отец, пусть ничего мы не делаем вне Твоей воли. Господь, Ты твори, что хочешь, Ты двигайся. Используй нас, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь. И я прошу Тебя, Господь, пусть ни один человек не уйдет из этого собрания без того, чтобы Ты к нему не прикоснулся. Господь, я знаю, может быть, человек сам не сознается, но мы все в чем-то нуждаемся. И я прошу Тебя, Господь, Ты восполни всякую нужду. Восполни тем, кто нуждается в ободрении, пусть будет ободрение. Кому нужно вдохновение, пусть будет вдохновение, Господь. Кому нужно исцеление, пусть получит исцеление, Господи. Мы ожидаем от Тебя. У Тебя нет ничего невозможного, Господи. Ты великий Бог, и мы славим Тебя. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте мы Ему аплодисменты дадим. Аллилуйя. И давайте Его прославим, как первый раз. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче, хвалу мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший рождал. Воскликну
Возглашаю громче, 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 в присутствии врагов моих, возглашаю громче, и вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче, мое оружие хвала, возглашаю громче, за нас воюют небеса, я буду петь среди шторма его.
Он любит тебя, и никто не отлучит тебя от Его любви. Что нас не разлучит, даже если убегу, любовь твоя верна, любовь твоя верна. Я знаю, что оступлюсь, но в милости твоей я обновлюсь, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Глубины вод и ветер все сильней, но не один я посреди морей, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. И пропасть так широка, не думал я достичь ее конца, но любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна. И там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна,
избранным Божьим, действующим по Твоему издалению, все содействует ко благу. Мы благодарим Тебя, Господь. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, Ты велик, кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей.
Совершит все Господь. Все мысли Его выше наших путей. Путь Его так велик. Будь храброй, душа, и стой до конца. Господь, Он рядом, Господь, Он рядом. Надеждой крепись, до победы держись. Не подведет Бог, не подведет Бог. Душа моя, славь Господа, силу в Нем ты найдешь. Не забывай верности Его, Он проложит свой путь. Будь храброй, душа, и стой до конца. Господь, Он рядом, Господь, Он рядом. Надеждой крепись, до победы держись. Не подведет Бог, не подведет Бог. Будь храброй, душа, и стой до конца. Господь, Он рядом, Господь, Он рядом. Надеждой крепись, до победы держись. Не подведет Бог, не подведет Бог. Все звезды держишь ты, в твоих руках весь мир. Исполнишь все, что ты обещал. В победе я вновь подниму. Все звезды держишь ты, в твоих руках весь
победы держись, не подведет Бог, не подведет Бог. Если тебе кажется, что он тебя оставил, это не так. Если тебе кажется, что ты покинул все, это не так. Он не оставит тебя, он всегда с тобой. Он любит тебя, и ты его дитя, любимое дитя, за которое он отдал сына своего, чтобы ты мог быть с ним. Спасибо тебе, наш Бог. Спасибо. Аллилуйя, Господь. Вся слава да будет Тебе, Господи. Отец, прямо сейчас мы приходим перед Твоим престолом и приносим все свои нужды, Господь. Отец, мы просим Тебя, чтобы не было среди нас болящего, Господи. Прямо сейчас, Господь, мы просим Тебя, исцели всякий недуг, всякого человека в нашем собрании, всех наших знакомых и родных, Господи, у кого есть болезнь. Мы провозглашаем божественное здоровье и исцеление во имя Иисуса Христа. Господи, прикоснись. Отец, мы просим Тебя также, восполни всякую нужду, которая есть практическая, по своему богатству и славе. Господь, смилуйся. Уповаем на Тебя, Господи. Просим Тебя, Господи, в особенности за тех, кто прямо цепляется за какую-то последнюю надежду, Господь, Ты восполни. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике и в нашей стране, Господь. Благослови, какой бы деноминации они ни принадлежали. Господи, мы не проповедуем церковь, мы проповедуем Христа распятого. Господь, сделай так, чтобы церкви помнили это, чтобы они несли Твою благую весть, и чтобы люди, они приходили и узнавали Бога. Живого Бога, Господи. Благослови всех делателей, их семьи, Господь. Отец, мы просим Тебя также за все наши светские власти, за мэра нашего города, главу республики, за президента страны, за правительство, на всех уровнях, Господь. Благослови их. Господи, дай им мудрости, чтобы, несмотря на все внешнее давление, которое есть на нашу страну, жизнь людей в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе менялась к лучшему. Господь, дай нам простоять. Благослови всех людей, Господи. И, конечно, Господь, мы просим Тебя за всех, кто находится в зоне СВО, всех, кто был призван, кто так ушел добровольцем, Господи, пусть вернутся живыми, Господь. Пусть Твоя защита будет над ними. Господи, мы просим Тебя вообще за всех людей, кто там находится, чтобы как можно больше жизни было спасено, и чтобы как можно быстрее война закончилась. У Тебя на все свои времена и сроки, Господи, Ты все держишь под своим контролем. Но наше желание, Господь, чтобы как можно быстрее все завершилось. Благослови, Господи. Аллилуйя, Отец. И весь Божий народ сказал. Аминь. Можно попросить свет включить в зале? Посмотри налево, направо. У нас немножко чудо-умножение произошло во время прославления. Вы знаете, у нас добрая традиция. Мы берем буквально пару минут. Не садитесь. Вот покажи вот так 4 пальца. 4. Вот это минимум, который ты должен сделать. Это 4 человека, которых ты видишь либо первый раз, либо ты кого-то давно не видел. Подойди и скажи что-нибудь хорошее, благое. И, ребят, я забыл еще, давайте мы поаплодируем прославлению. Красавчики. И у нас новый музыкант, если кто не заметил, Евгений на бас-гитаре. Огромное ему спасибо, что согласился. Слава Богу за него. И давайте продолжим, поприветствуем друг друга.
Хорошо, дорогие, пожалуйста, присаживайтесь. Дети пока еще за вас не молятся, поэтому садитесь. Будем потом молиться. Самые смелые и быстрые уже возле сцены. Мы обычно за детей молимся сразу, но у нас сейчас будет немножко другой ход собрания. Я хочу спросить, кто заметил, что у нас есть небольшие перемены на сцене? Кто у нас самый внимательный? Я сразу хочу ответить на все возможные вопросы, которые у вас есть. Экран не наш, к сожалению. Да. Но колонки наши, которые висят, которые стоят, тоже не наши. К сожалению, пока. И слава Богу за тех людей, которых Бог дает. Я просто встречался с человеком от экрана. Это для того, чтобы, как рекламная кампания, это то, что нам нужно, то, что у нас стоит в списке следующее, то, что стоит в районе 1,5 миллиона рублей. И если бы мне год назад сказали, я бы очень сильно удивился. Ну, вернее, я знал, я думал, еще дороже. И у меня никогда бы, наверное, веры не хватило. Но сейчас, глядя вообще на все перемены в зале, я думаю, что Господь усмотрит. Не все уверены, как-то очень... Аминь. Слава Богу, но смотрите, на самом деле вот человек, которому принадлежит этот экран, он его сдает в прокат, зарабатывает на нем деньги. Я с ним встречался, потому что у него есть прямо выходы на китайские фабрики. И помимо этого я еще много где спрашивал все. Нашел выход на китайцев. Вообще реально самая низкая цена. Вот там, которая есть на заводе, она может быть у нас. И я уже с ним договорился, что мы, в принципе, может быть, даже в складчину купим. И он потом говорит, у меня, говорит, в принципе, есть 12 квадратов, может быть, пока к вам поставить, пусть постоят. Ну, я как бы, ну, пусть постоят, что я не против, как бы, похоронятся немножко у нас, потому что сабвуферы у нас тоже хранятся. Мы за ними присматриваем. Но единственный минус, что когда, вот вы заметили, что они тоже у нас поменялись. До этого были горизонтальные такие холодильники лежали. Все это время люди, потому что вот эти большие холодильники, они были по 90 килограмм. Как догадайтесь, кто их таскает. Ну и они не в каждую машину еще войдут. Вот, и когда они нужны, мы их выносим, заносим что-то другое. А с экраном та же самая история. Мы пока договорились, пока нет работы где-то, ну, оно хранится у нас. Если где-то будет работа, мы их отдадим. Упакуем, отвезем, скажем спасибо. Надеюсь, потом вернем. Но, вы знаете, сейчас в Китае находится, не находится, китайский Новый год. Он там середина февраля где-то заканчивается. Все китайцы возвращаются на работу и готовы принимать заказы. Вот, и я к чему? К тому, что если сейчас заказать, то мы, в принципе, успеем как раз к переправе. Месяц готовят, 20 дней везут. Ну и маловат экран, скажите. Не, ну я без всякого сарказма, я думаю, что у нас... Мы хотели сделать выше, но нам мешают наши фонарики, и это нужен демонтаж. Ферму переносить, ферма к потолку, ну, в общем, целая эпопея. А иначе мы выше делали, он закрывает. А так буквы не видать. Поэтому, когда наш будет, я думаю, там все будет по-другому сделано. Мы фермы перенесем, сделаем лебедки, все это дело будет подниматься. Буквы будут сверху, экран будет от пола до потолка. Я это так вижу. Вот у нас здесь 2 на 6 метров, нам нужно 3 на 6. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. 3 на 6 приблизительно в этом качестве 1,5 миллиона рублей. Вот. Первый взнос нужно сделать 50%. И мы договорились, что мы купим этот экран пополам с этой компанией. То есть он у нас также будет храниться. И когда нужна будет работа, мы будем его отдавать, как бы возить, ну посмотрим. Может быть, он сам себе и окупит еще. Вот. Такие у нас очень хитрые планы. Господь пусть усмотрит. У нас просто много всего сегодня. Давайте мы сейчас соберем десятины и пожертвования. Можно информацию вывести?
И у нас также будет, вы знаете, сегодня День памяти жертв Холокоста, и в конце мы соберем отдельное пожертвование. На это я просто такой анонс. Мы редко, когда, я даже не помню, мы никогда не делали двойное пожертвование, поэтому я вам хочу сразу сказать, там будет отдельно на это информация. Но здесь вы знаете, что церковь существует на пожертвования. Если вы первый раз в церкви, или может быть не первый раз, но вы не знаете, зачем это и почему, я хочу вам сказать, что нет никакого осуждения. В Библии написано, что мы делаем это добровольно. Ключевое слово. Я всегда подчеркиваю, что нужно, когда речь заходит о деньгах, нужно мозги включать. Вы заметили, может быть, мы никогда не давим на эмоции, не выкачиваем никого, потому что вот никто, кроме тебя, не ответственен за твою семью, за твоих детей, как ты их будешь кормить. Поэтому вот последнюю копеечку, если тебя Бог только не побуждает, давать не надо. И то даже если ты дашь, ну, о детях ты должен заботиться. Убедись, что у тебя есть на что поесть, на чем ты домой поедешь и так далее. Хорошо, а кто знает, пусть Господь вас благословит. На самом деле, вы знаете, я не перестаю удивляться, какие у нас перемены вообще, ну, что происходит. И я очень удивился, когда этот человек, представляете, я первый раз с ним встретился, я его первый раз вижу. Он очень сильно опасался, и сначала цена была в 2 раза выше, которую он предлагал. Но на следующий день мы встретились, и он, я не знаю, Господь расположил его сердце. Я ему просто показал, говорю, слушай, смотри, вот я нашел просто все карты на стол. Ну, есть люди вот там на Урале, столько-то стоит квадратный метр. Он говорит, слушай, ну классная цена. Давай, говорит, я тебе тоже покажу, вот моя фабрика. Он мне просто показывает китайский инвойс, распечатка, и цена в 2 раза ниже, чем он предлагал. И вот, ну, вот это все без всяких там накруток. Ну, нужно будет только за растаможку заплатить, за доставку и так далее. Поэтому, слава Богу, вспоминайте в молитвах таких добрых людей. И более того, вы знаете, я почему склоняюсь, также я вам раскрою секрет. Вот мы договорились в пятницу, привезли это все сюда. И вы заметили, что разрешение, ну, соотношение сторон немножко отличается тоже от телевизора, от нашего экрана. Все не так просто, я вам скажу. Вот вывести, здесь были всякие компьютерщики, сисадмины, которые все это делали. У нас, как обычно, кабелей не хватало, еще чего-то. И я вот за сотрудничество с теми, кто умеет что-то делать. Знаете, вот люди, которые все решили, они попросили за это денег, но в воскресенье у нас все работает. Да, слава Богу. Работу должен выполнять профессионал, поэтому я думаю, что с ними, вы знаете, более того, если что-то ломается, у нас есть, оказывается, все паяется, все делается. В общем, слава Богу за наших, за профессионалов. Хорошо, и не вставайте, я коротко помолюсь. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека в нашей церкви, каждую семью, которая когда-либо что-то давала и дает, Господь. Я прошу Тебя, Господи, дай им мудрости, благослови их всех. Господь, пусть их дома они будут полные, пусть будут богаты на всякое доброе дело, Господь. Я прошу Тебя, Господь, дай мудрости каждому человеку в нашей церкви распоряжаться своими деньгами. Господь, как зарабатывать, как экономить, как откладывать, Господь. Дай мудрости не залезать в долги, Господи. Пусть то, что написано, будут богаты на всякое доброе дело, это будет реальностью в нашей церкви. И что не будут никому ничего должны, кроме взаимной любви, пусть это тоже будет реальностью. Я прошу Тебя, благослови каждого человека, и весь Божий народ сказал аминь. Хорошо, и сегодня на самом деле, почему, можно уже убрать, да, почему особенное собрание, потому что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. И мы делаем это ежегодно. Мы просто вспоминаем, вы знаете, что на самом деле величайшая трагедия, трагедия одной нации, 6 миллионов человек было убито, из них 2 миллиона, это были наши советские граждане. Я в этом году был в Белоруссии, западные части, Гродно, вообще вся наша западная часть, которая была под оккупацией, очень сильно пострадала, в том числе, то есть там была большая популяция евреев. И на самом деле Любовь Николаевна проведет, давайте мы послушаем, у нас коротко есть, и потом у нас будет основное слово. Завтра
27 января, да, это Международный день памяти жертв Холокоста. И этот день, он был установлен в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН. И с того дня всемирная общественность во всем мире, люди вспоминают о тех страшных событиях, которые произошли, собственно говоря, не так давно. И действительно, 6 миллионов евреев погибли, и из них 1,5 миллиона. Думайте, сколько в этой цифре, 1,5 миллиона это были дети. Что такое Холокост? Холокост – это официальная политика нацистской Германии, да, по преследованию и уничтожению еврейского населения в период с 33 по 45 год, то есть целых 12 лет. Как называют этот период Холокост, как называют евреи? Они называют это одним словом – шоа. Шоа они назначают, что в переводе означает «разрушительный вихрь». Но если так, драгоценное, это вообще не существует такого термина, такого слова, который бы уместил все, что в этом слове. Просто его не существует. Это страшнейшая трагедия. Жестокость, да, бесчеловечность, этих самих убийств, совершенно безвинных, ни в чем не винных людей. Она просто потрясает. И мы об этом с вами делали акцент, когда мы проводили 4-й марафон, сегодня на 6-й. В прошлый раз на 5-м марафоне мы сделали акцент, как все это происходило, как это было. Просто поэтапно прошли, увидели все, как быстро, действительно, как выход какой-то ошеломляющий, эта зараза распространялась. И я просто буквально вкратце коснусь, как это было, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Смотрите, с 33 по 39 год в Германии выдвинули такой лозунг, требование, что к евреям: вы не имеете права жить среди нас как евреи. Что это значит? Лишили их всех гражданских прав, согнали их в гетто, да, повесили вот такие звездочки. Короче, вот так людей это. Потом буквально следующий идет этап с 39 по начало войны, 41 год. Следующее требование: вы не имеете права жить среди нас уже, среди нас. То есть в Германии и оккупированных территорий евреев выселяют в Польшу. И в Польше строят гетто для них, где их также закрывают в этих гетто. И следующий, с 41 года и по 45 идет следующий лозунг, требование: вы не имеете права жить. Представляете? Право жить. То есть полное уничтожение, это стояла задача нацистской Германии. Жесточайше идет уничтожение, да, вы знаете, как это происходило в Европе в лагерях смерти. И уже, смотрите, в конце июля, в июне началась война, в конце июля 41 года были созданы первые гетто в СССР. Всего на территории СССР было убито даже больше, как 2,5 миллиона евреев. И большая их часть, 1 400 000, были убиты на территории Украины. На территории Украины. Именно об реальной истории, произошедшей на Украине в годы Великой Отечественной войны, а именно в Винницкой области, сегодня и будет наш сюжет. Видеоролик, пожалуйста, о истории спасения одного человека. В листе было написано: вы, Наталья Федоровна Бондар, то, что она воспитывает сына лекаря Москвовича, расследование фашистского закона.
Я из маленького городка, где стоит большой камень, где написано: на этом месте было расстреляно все еврейское население Дашева в количестве 1980 человек. И вот нас осталось трое. Моя история началась фактически то, что мне рассказала бабушка, и то, что я выяснил для себя. Я в 2013 году я начал случайно совершенно, я полез на полку, и была у нас книга такая, и старая, на греческом языке, и я открыл ее, и выпало 2 листка, и фотографии, фотографии. На одном листке было написано: вы, Наталья Федоровна Бондарь, то, что она воспитывает сына лекаря Машковича, расстреляли несколько фашистских захватчиков за участие в партизанском движении. Справка была выдана в 1945 году. И вторая автобиография моего отца, написанная рукой за 3 месяца до войны. Он был очень хорошим врачом, он был, по-видимому, талантливым человеком, потому что это я говорю для молодых. Потому что я прочитал, он написано, что он пишет, что он владеет, он из Одессы сам, владею в совершенстве 5 языками, там итальянский, французский, немецкий. Но самая другая интересная запись. Начал трудовую деятельность с 15 лет, давал частные уроки иностранных языков. Вот. И была фотография, где я с родителями, я один. И я вот в 2013 году решил там поехать, потому что то, что рассказала бабушка, когда я начинал спрашивать, она начинала плакать: лучше тебе этого не знать. Но я приезжаю в то место, Гунча такое место, приезжаю, прихожу опять писать совет, я говорю: вот такая справка. Ну, он, председатель совета, самую книгу вот так, что смотрит: Наталья Федоровна Бондарь, умерла в 1953 году. Вот. Он говорит: вы знаете, дом, в котором вы жили, никто там не живет. Если вы хотите, я вам скину. Я, Маркович Олег Ефимович, приехал на это место. В этом же доме жила моя спасительница Наталья Федоровна Бондарь, которая учила 2,5 лет, спасала меня, прятала от немцев, от полицаев, каждый день рисковала своей жизнью. И я хочу сказать большое спасибо за запредельное мужество, за такую большую доброту. Пришли, у меня бьется сердце, за это я было бегал здесь. Только единственное, что я знаю, что практически 3 года сидел в этом подвале. Я видел этот подвал, который был сидел с улицы. Вот. И я просто встречался потом с ее подругой Натальей Федоровной. Это была ее близкая подруга. Она говорит: она вас безумно любила. Если найдут немцы его, пусть вместе с ним меня тоже расстреливают. Знаете, это простая совершенно женщина, глубоко верующая. Вот. И у меня остались воспоминания не только то, что вот ее шершавые руки закрывали мне рот, и она шептала: тише, хлопчик, тише. Вот единственное воспоминание о ней. И я, значит, посидел, поговорил, кто спросил: вы знали Наталью Федоровну Бондарь? Ну, вот это уже время прошло. А потом одна говорит: уходите в тот дом, там мужчина с ней дружил. Мы подошли к этому дому, выходит мужчина, я говорю: здравствуйте, здравствуйте, знали Наталью Федоровну Бондарь? Да, знал. Я говорю: вы знаете, во время войны она мальчика воспитывала, вы не в курсе дела? Говорят: почему не в курсе? В курсе. Я говорю: в курсе. Потому что этого мальчика я принял, показал, что самый пастор. Вот этот спаситель мой, фактически, который меня нашел в поле, и принес туда Наталью Федоровну. Я когда приехал, мне представительство взял, подвел, там есть памятник воинам-освободителям. Он меня взял за руку и говорит: читайте, я читаю так по мере моего отца. И я когда приехал туда, то вдруг пришлось писать, что говорит: к вам из Киевской патриархии приехали. Я очень удивился, вышел, смотрю, на 2 машинах, это такие, такой, говорит: отец Григорий.
Вот. Но тогда уже было напечатано в газете об этой истории. Вот. Я говорю, батюшка, чем вам обязан? Он говорит, вы знаете, я пришел на вас посмотреть, а потом сказать вам следующее. По-видимому, ваша мама так вас любила и просила лишь бы о том, чтобы вам дать такого ангела-хранителя, который бы мог сохранить вам жизнь. И тут мне перевернуло. И благодаря вот этой подвигу этой женщины, я, знаете, к сожалению, я не могу ее обнять. Я искал могилу ее, она была одинока и просто не мог найти. Но ее сделали праведницей мира. И сказать этой верующей женщине, что благодаря ей у меня есть внуки, есть дети. А вам я хочу сказать, что Всевышний оберегал бы вас, дал тепло вашим домам, и никакое житейское и личное не тревожило бы вас. Мир вашему дому. Мы сейчас находимся на аллее праведников мира. Здесь находится героическая женщина, простая православная женщина, которая в годы войны, рискуя своей жизнью, рискуя своим благополучием, в течение 2,5 лет, тяжелых лет, спасала меня. И я хочу сказать, что здесь печатано ее имя. Мое имя, фамилия печатана, по-видимому, на многие годы. Я сожалею, что я сюда поздно приехал, и сейчас нахожусь здесь. Я в большом волнении. Благодаря вам у меня есть сын, у меня есть дочь, у вас внуки. Считайте их своими. Спасибо. Там случилось. Дорогоценная, я хочу немножечко дополнить это ролик, как мы уже увидели, что я знакома лично с Олегом Ефимовичем. Это было вот в 2018 году, когда с фондом Эннлейзер мы ездили, и он впервые увидел, вот, где напечатано, да, имя вот, его спасительницы. А что я хочу вам немножечко дополнить, да? Отец и мама вот, Олега Ефимовича, они погибли действительно во время войны, и отец у него был начальником военного госпиталя, а мама, она пошла воевать в партизанский отряд. И она не могла взять с собой маленького сына, и она отдала его своей, эту историю я слышала самого Олега Ефимовича, она отдала своей подруге. Но подруга побоялась, не осуждение, драгоценное, она побоялась и ребенка отнесла в поле. И вот что рассказывал Олег Ефимович, он говорит, мне иногда просто вот перед глазами я вижу это небо, которое было надо мной. До сих пор у него в глазах это небо. Сколько этот ребенок обессиленный, обезвоженный, в каком состоянии пролежал, никто не знает. Но вы видите, что нашлись добрые люди, мужественные люди, да, которые, рискуя своей жизнью, они спасли его. И это действительно, что они заслуживают права называться праведниками народов мира. Праведниками народа мира это кто такие? Это не евреи. Это те люди, которые спасали евреев, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких. И я хочу предложить вам сейчас стихотворение, которое посвятило именно этой теме. И оно именно так и называется «Праведники народов мира». А прочитает это стихотворение Куликов Вениамин. Ленечка, где ты у нас? Почтил Сион героев славных, дав имя праведника им. Спасение жизни, подвиг главный, давайте все мы их почтим. Всех тех, кто встал у края бездны и жизнью личной рисковал.
но руку помощи и надежды еврею все же подавал. Кто наделен был благородством, в ком победила совесть, страх. Не в этом ли героев сходство, что праведность видна в делах? Их человечность не затмила, вокруг бушующее зло, в ночи шла, их жизнь светила. Не всем, жаль, выжить повезло, но память добрая хранится. Какая радостная весть! Есть в книге жизни их страница, аллея в Яд Вашем в их честь. Писал Сион тех неевреев свою историю навек, и это людям душу греет. Есть память, жив и человек. Есть память, жив и человек. Это так. На медалях, которые вручают праздникам Героя Рима, вы знаете, написано место Писания. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, какой? Как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот какое место Писания на медалях. Всего присвоено звание праведников народа мира немногим больше 28 тысячам человек по всему миру. Конечно же, не все те, кто были героями, они вписаны, не все имена их известны, вот, но слава Богу, что они есть. И знаете, цитата из Талмуда, которая звучит так: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Звучит как знак признательности этим великим людям. А еще хочу сказать, что Олегу Ефимовичу в прошлом году исполнилось 85 лет. Он по профессии, как и его отец, он врач. И не просто рядовой врач. Он известный нефролог. И он участвовал в разработке первого аппарата искусственной почки, гемодиализа. И скажите, скольким людям была спасена жизнь благодаря тому, что сделали эти первопроходцы. И поэтому я хочу от нас всех сказать огромное спасибо и Олегу Ефимовичу за его труд, за его память, и его спасительнице, да, простой украинской женщине, верующей Наталье Бондарь. Когда говорят о Холокосте, обычно подразумевают две стороны. Это кто? Это палачи, нацисты. И вторая сторона – это жертвы. Но знаете, есть и третья сторона. Есть третья сторона. Потому что существовало еще много-много наблюдателей. Люди, которые просто стояли в стороне. И большинство из них были христиане. В современных церквях нет явно выраженного такого антисемитизма и враждебности по отношению к евреям. Но есть равнодушие. Есть равнодушие к судьбе Израиля и евреев. Равнодушие – это отношение, и оно также убивает. Эли Визер, всемирно известный, слова выделены как раз, Эли Визер, всемирно известный писатель, переживший лично Холокост, так сказал, слова видите на экране: противоположность любви не ненависть, а равнодушие. Противоположность искусства не уродство, а равнодушие. Противоположность вере не ересь, а равнодушие. Противоположность жизни не смерть, а равнодушие. Почва для возникновения современного нацизма, она объясняется обыкновенным невежеством богословия, когда подрастающее поколение, оно просто не имеет правильного понимания, представления о той трагедии, которая произошла во время Холокоста. Не сформировано просто правильное мнение на этот счет. Когда извращается и переписывается история, идет замалчивание действительно этой темы, да, и даже отрицание ее неверком. Мы должны сказать так, чтобы мы сами так должны сказать, чтобы в будущем, будущее поколение, они не забывали уроки Холокоста. Не помнящие прошлого, что не имеют будущего. Совершенно верно. Наши дети на уроках, в церкви у нас, да, об этой катастрофе они уже обсудили и тему, сегодня будут обсуждать. Они нарисовали рисунки, я думаю, вы все обратили внимание на стенды, да, внизу. Они у нас эти, и наша молодежь также подключается, они также проведут
такой же марафон, такой же урок по Холокосту. Мы, христиане, должны показать всему миру свое негативное отношение к этому ужасному явлению. И сделать это мы должны не только на словах драгоценные, но и в своих делах. Для этого, в том числе, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, мы проводим евангельские церкви, проводим по всей территории, начиная от Командорских островов, да, на востоке, и до Калининграда на западе, мы проводим уже в 6-й раз всероссийский, такой молитвенный марафон, посвященный памяти жертв Холокоста. Первый марафон, кто помнит, когда провели? 30 января 2020 года. И в нем приняло участие около 300 церквей. Следующий марафон, 4-й марафон уже, значит, было 450 евангельских церквей. 5-й марафон, около 500 евангельских церквей присоединилось. Слава Богу, наша церковь во всех марафонах принимала участие. Слава Богу за это. В некоторых евангельских церквях России регулярно проходят молитвы за Израиль. Да? В нашей церкви мы по четвергам, вообще церковные молитвы также поднимаем тему Израиля, молимся за мир и за то, чтобы это не повторилось. И сейчас я приглашаю нашего пастора Алексея Белых, чтобы он повел нас в этой молитве за Израиль. Прежде чем мы начнем молиться, я прямо вот чувствую, что, может быть, у кого-то вопросы возникнут по поводу современной политической ситуации, то, что происходит сейчас в Израиле, в Газе, на палестинских территориях, и мне люди подходили, просто спрашивали, как вообще к этому относиться, что делать. Вы знаете, на самом деле, среди любой нации есть разные люди, что сделать срез. И в современном Израиле есть ЛГБТ-движение, светское государство, которое гоняет ортодоксальных евреев в том числе. Но также все есть, и не нужно это идеализировать. Но вы знаете, что написано в Библии? Что благословляющий Израиль будет благословлен. В Библии также однозначно написано, что Бог нам сказал, что я не закончил с ними. Есть такая точка зрения, когда говорят, что Израиль, Ветхий Завет, Бог с ними уже закончил. Мы теперь новый Израиль. И эта точка, она также ошибочна, потому что пророки не также ясно говорят. Бог он сказал, что мой народ, он восстанет из пепла. Он соберет их на земле, и мы видели это, как в 1948 году государство было образовано по мгновению ока. Ты знаешь, это не в нашей компетенции вообще судить об этом, что это делать, но что мы можем делать? Мы можем молиться за это, мы можем благословлять Израиль, израильскую землю. Какие бы там ни было правители, везде бывают преступники, знаешь, и я не хочу даже лезть вообще. Мы не призваны судить о политике, но мы призваны просить мира Иерусалиму, просить мира Израилю, и просить о том, чтобы вот эти страшные преступления, нацизм, он ужасен в любой форме проявления. Хорошо? Я просто думаю, что мне нужно было это сказать. Давайте мы встанем, помолимся. Отец Небесный, Господи, Ты сказал, что Ты соберешь свой народ, и Ты восстановишь его. Ты говорил это в пророках. И, Господь, у Тебя все под контролем. Ты ни на минуту не оставлял. Господь, написано, что мы ветвь привитая. Но Израиль был прежде всего избранным Твоим народом. Не дай нам забывать об этом. И Ты сказал, что благословляющие Израиль благословятся. Мы просим Тебя, Господи, благослови Израиль. Благослови каждого человека. Господи, пусть будет мир на этой земле. Все, что мы видим, вся история, это просто сплошные войны. Но написано, что Иисус придет туда, на Илионскую гору. Там будет воздвигнут третий храм. Господи, Тебе подсильно все, Господи. Благослови. Благослови и просим Тебя, Господь. Пусть никогда в истории больше не повторится вот этот ужас, который был во время Второй мировой войны.
на территории Восточной Европы, на территории Советского Союза, Господи. То, что делали фашисты. Господи, убереги. Убереги Израиль, убереги наш народ, Господи. Мы просим Тебя. Господь, у Тебя свои планы на Твой народ, у Тебя все времена и сроки. Мы просим Тебя, Господи, пусть это воплотится. Ты делай, что Ты хочешь, Господь. И дай нам помогать, как мы можем посильно, Господи, каждому. И помнить во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня, драгоценные, у нас с вами есть возможность прийти на места массового уничтожения евреев, чтобы вместе с евреями просто установить там памятники, мемориальные плиты и написать имена убитых на их могилах. Только в России таких мест более 500. И Евангельские церкви целенаправленно. Хорошо, да, уже можно. Дети, вы сюда не выходите, мы вас сейчас коротко благословим, пойдете вниз, ладно? А то они у нас не успеют, иначе, у нас как-то получается, не рассчитали мы. Господь, благослови каждого ребенка в нашем собрании всяким Твоим благословением. Господи, благослови их сегодня на воскресную школу. Мы их благословляем и отпускаем с миром. Дети, пожалуйста, проходите вниз. Ладно, вас ждут в классах. И нам свободнее дышаться будет. Да, мы дышим гораздо реже, я заметил, чем они. Кислорода меньше потребляем. Все, сейчас дети уйдут, и мы продолжим. Евангельские церкви целенаправленно, драгоценные, неоднократно собирали деньги на обустройство именно таких подобных памятников, да. В том числе на предыдущем марафоне, если кто-то помнит, мы собирали памятник, мы показываем видеоролик и собирали финансы на мемориальный комплекс в Рудне «Скорбящая мать». Сейчас вы просто видите на экране баннер, да? Баннер вы только видите. И знаете, это очень огромный проект, и он начинается строительство только в этом году, а к концу следующего, 26 года, планируют его завершение. Собственно говоря, у нас все. Но детей мы обычно не фотографируем, поэтому вовремя они спустились вниз. А вас, драгоценно, мы приглашаем, чтобы мы как-то стали, кто у нас умеет этим делом руководить, чтобы мы стали и все дружно сфотографировались на фоне «Мы помним». Дорогая церковь, вот сюда, может быть, вниз мы как-то встанем. Давайте как-то попробуем группироваться и сфотографироваться. Но прежде чем будем, наверное, фотографироваться, давайте мы сделаем все-таки вот целевое пожертвование, которое у кого есть что-то на сердце, вы можете положить конкретно на вот именно восстановление памятников. Вы еще раз слышали, в прошлом году мы отправили просто 10-ю часть этих пожертвований, в этом году решили просто отдельно. Драгоценно, это не побор, у кого есть на сердце. Договорились? Давайте. Можно вывести вот реквизиты церкви? Смотрите, внимание, мы просто как-то не продумали этот момент. Еще раз, это добровольно. Смотрите, если вы отправите просто без всякой метки, это пойдет в церковь. Поэтому, если вы хотите пожертвовать на памятник, запишите памятник. Хорошо? Либо, вообще память Холокоста, нужно поставить это слово. И также у нас отдельная синенькая ведерко, это вот что старым дедовским способом, бумажными денежками. Да, можно сюда. Вот одно ведро. Это все целенаправленно пойдет туда. И здесь также, еще раз, слово «память» нужно написать, если вы хотите, чтобы это пошло туда. Хорошо? Любовь Николаевна, мы на этом... мы должны сфотографироваться еще. Хорошо? Ну давайте мы быстро вот это сделаем, буквально минуту. Пожертвование. Да, слово «память» пишем. А может мы на фоне вот так вот отсюда туда сфотографируем? Была плохая идея. Мне кажется, очень хорошая идея была.
Смотрите, как мы сейчас делаем. Да. Сначала мы заодно, у нас из медиакоманды ребят там задники приготовлены же, да? Там что-то. И второй задник еще сделайте, если вы сможете. Там церковь, краеугольный камень. Ну просто мы сразу, чтобы 2 раза не вставать, мы как бы давненько в церковь не фотографировались. Сначала у нас задник поменяется один, потом второй. Смотрите, вот нужно будет выйти вот сюда вперед сначала, встать. Может быть, кому-то потом сесть. Следующие, самые большие, стоят на сцене. Ну, в общем, разберитесь, вы понимаете, да, что кто это. Да. Чувствуется армейская смекалка. Если вы такие умные, чё ж вы строем не ходите? Давайте низкий рост, не маленький, а низкого роста. Первый ряд, второй ряд, там же, не на сцене, те, кто повыше, высокие самые. Хорошо? Еще раз, внимание, кто маленького роста, нужно было стать вообще спереди, не на сцене. А кто фотографировать будет? Вопрос. Фотограф-то есть? Любовь Николаевна, кто фотографирует у вас, фотограф-то? В смысле, вы никого не попросили, да, еще? Понятно. Ну, я вам могу сказать, что там тоже ничего не видно. Что происходит? Краеугольный. Ну, как бы не все с первого раза. Зато технически получилось. Грамотность страдает.
Да, давайте мы Саву поприветствуем, и он сегодня словом поделится, мы уже просто перейдем к этому. Алексей, там надпись неправильно написана, краеугольный, ее можно убрать. Вот слава Богу, да, как бы люди грамотные. Да, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо за хороший звук, Господь. Спасибо за открытые сердца, Господь. Дорогой. Пусть Твое присутствие наполняет, Господь. Господь, это самое ценное, что мы можем иметь, Господь. Это Тебя, Господь. Аллилуйя. Благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Пусть будет дух премудрости, откровения, Господь. Здесь, на этом месте, Господь. Благослови, Господь. Аллилуйя. Пусть Слово Твое обильно вселяется со всякой премудростью, Господь. Во имя Иисуса и вся слава будет Тебе. Аминь. Аминь. Я назвал свою проповедь «Мир Божий», скажите «Мир Божий». В прошлый раз мы говорили о радости, в этот раз Бог предложил говорить о мире. Знаете, радость, она не может быть без мира. Вначале приходит мир Божий, а как следствие приходит радость. Радость. И, знаете, мир Божий, как бы, можно говорить о Божьем мире, да? О мире Божьем и о Боге мира. Есть как бы два понимания, что ли, да? Что есть мир Божий и также Бог мира. Бог мира, Он Бог шалома, да? Бог шалома. Слава Господу. И знаете, я как бы учусь, и недавно как бы тоже говорили там о Нагорной проповеди, там слышал, да, проповедь, учение. И там идея такая, да, что, помните, да, Нагорную проповедь, чем, как начинается? Блаженные, нищие духом, да? Блаженные, кроткие, да, ибо они наследуют землю. Блаженные, там, то-то, то-то. И там одно из предпоследнее, блаженные миротворцы. И в конце блаженные. Как-то первый, да, полсуток допустим, все хорошо, слава Богу. Но все равно в глубине почему-то не было вот этого настоящего мира. Такое ощущение было, что вот этот мир куда-то через дырочку куда-то все уходит. Вроде бы я как бы наполняюсь как бы Богом, но оно как-то вот уходит. И у меня вот постоянно такое чувство тревоги было. Ну, в чем дело? В чем дело? Знаете, в Римлянах 5 глава, давайте вот, пока не... Ну,
там говорится, что... Да, откроем это местописание. Римлянам 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, да? Через Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, в церкви, в первую очередь, одно из основных посланий было то, что мы верою, мы оправдываемся, да? Да, ведь это одно из основных как бы, посланий церкви. Мы оправдываемся, мы имеем мир с Богом, то есть оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И я как бы понимал, да, я был примирен с Богом, и я оправдался верой, да, я имею веру, но что такое-то? Почему-то нет у меня мира в сердце. Может быть, вы в таком состоянии еще. Да, мы оправдались верою. И знаете, спустя как бы время, что ли, да, я понял, что это как бы больше как юридический аспект. То есть на суде ты был оправдан. Представляете, есть суд, да, есть судья, есть обвинитель. И судья бьет молотком в конце, да, и говорит, все, оправдан. И человек примиряется с Богом. Ну, это хорошо. Это, можно сказать, основание. Основание для того, чтобы мир Божий ты не просто понимал разумом, что ты свободен, что ты оправдан, но чтобы ты переживал этот мир в своем сердце. Да ведь? Какой смысл на суде ты победил, и дальше ты живешь как раб? Какой смысл? Ты должен пережить, ты должен это по-настоящему жить, что ли, в этом? Ведь так? Так ведь? Вы. И тогда у меня поиск, не всегда поиск, я ищу. И что, можно сказать, что поиски мира, они, слава Богу. Иисус что сказал? Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Да? Слава Господу. И сразу дам ответ. Этот мир Божий, который ты хочешь, чтобы практически, чтобы ты переживал, это приходит от благодати. Посмотрим. Итак, Новый Завет о чем говорит? О мире Божьем и о Боге мира. Римлянам 16:20 посмотрим. Бог мира. Римлянам 16:20. Бог же мира сокрушит сатану под нашими ногами вашими в споре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Тут написано Бог мира. Бог шалома. Наш Бог это Бог мира. Бог он многогранен. И одной из граней это Бог мира. Бог, который несет мир, Бог, который хочет, чтобы в мире тоже был мир. Он источник этого мира, Он сам есть мир, Бог мира. Скажите, Бог мира. Второе, да, о мире Божьем. Мир Божий это то, что я вам сейчас описал, что есть вот этот мир Божий. Есть радость, есть мир Божий. Давайте посмотрим
Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 1:2. Как же нам переживать мир Божий? Знаете, когда я начал изучать, что ли, как бы я пришел к благодати, вот тогда и пришел мир Божий. Что такое благодать? Благодать, есть, знаете, я слышал много определений. Я слышал, что благодать это сила, которая нужна человеку, чтобы исполнить волю Божью. Ну, знаете, такое, да, хорошее определение, но меня сильно не удовлетворяет определение. Благодать это незаслуженно благоволение Божие, хорошее определение. Но одно я, то, что меня удовлетворяет, благодать это проявленная любовь. Это выраженная любовь. Бог есть любовь, да? Ну, смотрите, любовь, она должна быть выражена. И кто выразил Божью любовь? Иисус. Иисус, Он выразил нашего Отца. Так ведь? До Бога не видел никто никогда, да, написано. Но как там написано-то? Ну, Сын, который пришел, Он явил. Он явил. Мы не знали бы Бога таким образом, так близко, если бы не Иисус. Иисус, Он выразил. Видевший Иисуса, видел Отца, который есть любовь. Итак, Иисус есть благодать. И написано, что Он пришел и был полон благодати и истины. То есть, смотрите, Бог Отец, Он любовь. Любовь это источник, это самая суть, что ли, да? От Отца все исходит. Отец выражается через Сына. Итак, Сын это благодать. И поэтому написано, от Него мы имеем благодать и благодать. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Благодать, она привносит мир Божий. Если ты чувствуешь вот это, ты переживаешь божественную любовь, Божью благодать, Божье благоволение. Ты наслаждаешься Богом. Ну как не прийти миру? Придет мир тогда. Если Бог за тебя, кто против тебя? Знаете, если это как перейти из одной сферы закона на самом деле, когда переходишь в другую сферу благодати. Когда ты переходишь, у тебя закон производит гнев, как написано, да? Ну, производит гнев. У тебя постоянно вот это осуждение и все вот такое, как будто Бог действительно там на троне, с молотком, и чуть что тебя по голове ударяет. Но когда ты переходишь в эту сферу благодати, ты переживаешь божественную любовь, ты наслаждаешься Богом, ты наслаждаешься Его Словом. И как написано, что Он приготовил пир там посреди врагов, да? Приготовил стол. И ты имеешь общение с Богом. Ты переживаешь эту божественную любовь. Мир не содержит. Пребывай в благодати. Скажи вот соседу, прибудь в благодати. Прибудь в благодати. Благодать это ты, когда наслаждаешься Богом. Ты наслаждаешься Богом. Бог Он не злой, люди. Бог не злой, Бог добрый, Бог святой. Наслаждайся Богом. Он для этого мы сотворены. Человек сотворен, чтобы наслаждаться Богом. И Бог с тобой тоже наслаждается. Это просто взаимное, просто и мы в нем, и он в нас, и мы одно. Да? Слава Господу, как чудесно. Как чудесно. Аллилуйя. Сегодня я бы хотел, ладно, про мир Божий как бы
закончим. То есть даже если вот это вот вы поймете, не то что поймете, вы будете практиковать и переживать все это, то слава Господу. Вы будете знать Бога как Псалом. И знаете, Иерусалим, да, Иерусалим, это город мира. Иерусалим, он состоит из двух слов: основание миру, да, и Шалом — это мир. Это город, основанный на основании мира. И сегодня была тема про Холокоста, и евреев, да, и благословляющий Израиля будет благословлен, а нашего будет проклят. Иерусалим — это родина евреев, и не наша родина, это город мира. Слава Господу. Давайте поговорим о хлебопреломлении. И Иоанна 5 глава 57 стих, посмотрим. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Знаете, тут может быть такое понимание. Отец послал Иисуса, чтобы он там как бы свое дело сделал. А как будто отец, он как бы остался. Да? Но если быть внимательным, как бы покопаться в этом, то на самом деле, когда Бог послал Иисуса Христа, он не остался там. Он остался, Иисус пошел. Он в нем, в Иисусе Христе, пошел вместе с Иисусом на самом деле. Потому что Иисус что сказал, что Он во мне, я в нем, да, и вы во мне. То есть, когда Бог, Отец, посылал Иисуса Христа, Он вместе с Ним туда пошел. Аллилуйя. И вот Он сказал: иди, и Иисус пошел, и Отец в нем тоже туда пошел. Когда Иисус что-то говорил, это не так, что там передай как бы вот моим людям вот это то-то, я тут останусь, а ты иди туда передай. Нет, Он в нем тоже. На самом деле, то, что говорил Иисус, это на самом деле Отец, который говорит в нем. Понимаете мысль, да? Смотрите, это очень живым образом, как бы, Отец, Он живой. Вот точно так же, как Иисус, Он, тут написано Иисус, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. Скажите, я живу Отцом. Иисус жил Отцом. То, что Отец говорил в нем, Он говорил явно. То, что Отец, Он как бы давал, иди туда, Иисус, Он делал то. То есть Он жил Отцом. На самом деле можно сказать, что Отец жил через Иисуса Христа. Понимаете? Иисус сказал: я живу Отцом. Это очень интересное выражение. Я живу Отцом. Теперь смотрите. Теперь наша очередь. Теперь наша очередь жить Иисусом Христом. Живой Отец – это фактор жития и движения Сына. Теперь Иисус – фактор жизни. Он, то, что Он говорит, мы говорим. То, что Он повелевает, мы делаем. Он живет в нас, и мы в Нем. Понимаете, да? Как послал меня Твой Отец, я живу Отцом. Так и ядущий меня будет жить мой. То есть, вот эти, и он сказал, что в этой же главе он говорил о хлебе, он говорил о крови, и тогда он повелевает, что теперь наша очередь жить им. Конечно, легко сказать, ты живешь или Иисус живет. Мне кажется, большинство времени мы как бы живем сами собой, да?
Ну, я сегодня ехал на автобусе, я сегодня там умывался. Да, ты или нет? Или Иисус, кстати. Понимаете, как Бог хочет? Бог хочет, чтобы фактором нашего бытия, нашей жизни был Иисус. Даже в минуте. Каждую секунду. Каждую секунду. Я не вижу, смотрите, посмотрим на Писание, Галатам 2:20. Галатам 2:20, Павел что говорит? И уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Уже не я живу, Павел говорит, да? Вот это та же самая мысль. Уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть это Павел так отождествился, что он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Он через меня живет. Павел проживает, получается. Проживает Иисуса Христа. Теперь наша очередь проживать, как ты проводишь свой день. Я не говорю там великий Божий, там какие-то дела делать. Но ты в обычной жизни попробуй жить не собою, а Иисусом Христом. Вот когда ты что-то делаешь, ну, представь хотя бы, представь, что Он через тебя делает. Твои руки – это руки Иисуса Христа. Твои уста – это уста Иисуса Христа. Вот такое должно быть представление. И есть очень сильное слово «почитайте». Скажите, почитайте. Почитать – это значит считать себя. Вот как вот, просто засчитывать. Что уже не я живу, но живет во мне Христос. Это значит почитать, это значит применить какое-то усилие. Почитать. Это действие твоей воли. Ты почитаешь, ты отождествляешь себя со Христом. Вот так вот. Хорошо? Даже если бы, вот, мне кажется, даже христиане 1%, мне кажется, вот жили бы Иисусом Христом, ну, не знаю, пробудились бы, чтобы Бог проявлялся через Него. Иоанна 5:19 посмотрим. Истинно говорю вам. Знаете, Иисус сказал, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Смотрите, Иисус совершенный человек и Бог. Ну, согласитесь, Он был совершенный. Он Бог. Но даже Иисус, Он не нарушил вот этот принцип. Он не жил сам собою. Я живу, и вот это там отец, я что делаю, то и что хочу, что делаю. Нет. Даже Иисус, Он соблюдал вот этот принцип. Он жил отцом. Если Иисус, Он соблюдал, вот совершенный человек, соблюдал принцип жития, проживания того, кто в нем, да? То насколько мы должны теперь соблюдать. Вот к этому Бог ведет. И это центральная мысль вообще всей Библии. Что теперь Он в нас, и мы в нем, и теперь Он хочет жить через нас. Проживать. Аллилуйя. И тут, конечно, не доктрины, тут дело не в доктринах, а в практической, как бы, вот, своей жизни. Мало понимать, как бы, все это разумом понять, но это практика. Применяйте, братья, применяйте, начинаем являть Бога. Начинаем являть Бога. Ну, например, один из вопросов: я люблю братьев и сестер. Какой любовью ты любишь? Твою любовью или Божью любовь, которая внутри тебя? Какую любовь ты проявляешь? Или собственную человеческую? Знаете, если я проявляю свою собственную любовь, она перед Богом, она
никакой ценности не имеет. Ну вот, проявляется это Божья любовь, вот это да. Вот это зачитывает. Я думаю, когда мы будем в небесах и получим награду, насколько я проявил не самого себя, а насколько Бог проявил себя. Это будет засчитываться в копилку своей награды в небе. Аллилуйя. Аллилуйя. И знаете, мы последним часто мы думаем, быть христианином, это значит, что совершенный человек. Не нужно быть полностью морально, там, этически, да, совершенным человеком. Ну, это хорошо, конечно, но это практически не в этом. То есть, насколько ты проявил вот это. То, насколько ты морально, этически, ты хороший человек, это хорошо, конечно, но недостаточно. И даже не в этом цель может быть. Цель, насколько Бог проявился через тебя, насколько ты явил Бога. Аминь. Скажите аминь. Давайте тогда помолимся, Господь, просто благодарим Тебя, Господь, за тело Твое, Господь, ломимое за нас, Господь. Благодарим за кровь Твою, Господь, которая пролита за нас, Господь, кровь Нового Завета, Господь. Аллилуйя. Нового Завета, Господь. Спасибо Тебе, Господь. И, Господь, Ты сказал, что как Ты живешь во всем, Господь, ядочно, Господь, Ты, сколько здесь есть плоть Твоя, кровь Твоя, Господь, они будут жить по Твоей, благослови их во имя Иисуса Христа, Господь, Твоя, Господь, Твое присутствие, Господь. Пусть мы будем обретать все больше Тебя, Господь, через это, Господь, и пусть Твоя жизнь возвратилась. В имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем тогда, и как обычно мы подходим с этой стороны. И тогда я хочу сделать прежде, я забыл, можно, да. Те, кто пришел